В Ашхабаде почтили память классиков восточной литературы. Торжество приурочили к 585-летию со дня рождения Алишера Наваи и 543-летию со дня рождения Захириддина Мухаммеда Бабура. В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Туркменистане Равшанбек Алимов, представители МИДа Туркменистана, деятели культуры, общественной организации, а также главы и сотрудники зарубежных дипломатических миссий. Утренняя часть программы состоялась в южной части города, в культурно-парковом комплексе Махтумкули-Фраги. Участники церемонии возложили цветы к памятнику Алишера Наваи, чей 585-летний юбилей отмечается в этом году. Сегодня мы пришли, чтобы участвовать в знаменательные события возложения венков памятнику великого сына не только узбекского народа, а представителю всех народов, живущих не только в Центральной и Южной Азии, человека, имевшего глубокие понятия о мировоздании, о взаимоотношениях и всю жизнь в своих трудах, стихах, в своих действиях, показывающих пример добрососедства, как надо вместе преодолевать трудности Алишера Наваи. Я выражаю, пользуясь случаем, огромную благодарность своему коллеге, чрезвычайному полномочному послу Узбекистана, посольству Республики Узбекистан в Туркменистане за то, что они организовали вот такое значимое событие. Алишер Наваи вошел в историю как основоположник тюркского литературного языка, а его гуманистические идеи получили признание ЮНЕСКО и сохраняют актуальность в современном мире. Его творчество оказало огромное влияние на развитие культуры и истории туркменского народа. Такие выдающиеся туркменские писатели, как Махтумкули Фраги, Нурмухамед Андалиб, Моланипес и Кемине считали его своим духовным наставником и черпали вдохновение в его произведениях. Захириддин Мухаммад Бабур – выдающийся узбекский поэт, историк и государственный деятель, основатель империи великих моголов. Он же автор знаменитой автобиографии Бабурнаме, первой автобиографии в истории Исламского Востока, которая и сегодня служит бесценным источником для историко-географических исследований региона. Культурная программа продолжилась в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмамета Азади. В рамках торжества прозвучали узбекские народные песни в исполнении студентов, а также были представлены национальные танцы двух стран. Студенты-лингвисты представили творческие номера на разных языках мира, которые сопровождались тематическими видеопрезентациями. Содержательным акцентом вечера стали литературные фрагменты из произведений Махтумкули Фраги, Алишера Наваи и Захириддина Мухаммада Бабура, выдающихся представителей восточной литературы, оставивших богатейшее духовное наследие, служащее укреплению культурной дипломатии между народами. Особое внимание гостей привлекла книжная выставка, посвященная творческому наследию восточных классиков, а также экспозиция, отражающая национальные ценности двух братских народов. Сегодня мы вновь склоняем голову перед светлой памятью наших великих предков и бесценным наследием, которое они нам оставили. Отрадно, что наследие Наваи и Бабура и сегодня служит духовным мостом, объединяющим народы Узбекистана и Туркменистана. Наши братские народы связывают общая история. Великий туркменский поэт и мыслитель Махтумкули Фраги глубоко почитал творчество Наваи и считал его своим духовным наставником. И он часто упоминал Наваи в своих стихах, вдохновляясь его мудростью и талантом. Он видел в Наваи не только поэта, но и символ единства, культуры и языка тюркских народов. Пользуясь случаем, я хочу выразить глубокую благодарность президенту Туркменистана, уважаемому Сердару Гурбангулиевичу Бердымухамедову, и национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана, уважаемому герою Аркадагу Гурбангулу Мяликгулевичу Бердымухамедову и всему народу братского Туркменистана за уважение и почести к наследию Алишера Наваи и Захириддина Мухаммада Бабура. Выражаем признательность за величественный памятник Алишеру Наваи, установленный в прекрасном культурном парковом комплексе Махтумкули в прекрасном беломраморном Ашхабаде.